течение многих десятилетий с момента насильственного включения Абхазии в состав Грузинской ССР абхазский народ не имел возможности влиять на социально-экономические, политические и культурные процессы на своей родине. В эти годы закрывались абхазские школы, запрещался абхазский язык, менялась топонимика. 13 декабря 1988 года в Сухуме в помещении Абхазской государственной филармонии состоялся учредительный съезд движения Айтглера, а уже через 4 месяца состоялся общенациональный сход абхазского народа в селе Лыхны. Ему пытались противостоять многие, вспоминает Владимир Зантария. Мы старались всячески не допустить проведения схода, потому что не знали, что это за сход и какой он будет иметь резонанс, и каковы будут последствия для Грузии. И приходилось ночами встречаться там. Ну, конечно, очень такую серьезную поддержку нам в этом оказывал Константин Озган. Он был руководителем района тогда. И вот это все помнится, знаете, что очень нелегко было, очень напряженная была ситуация. Тогда, ровно 30 лет назад, Владимир Зантария зачитал Лыхнинское обращение, коллективное письмо, написанное видными представителями Абхазского национально-освободительного движения. На поляне собралось по разным подсчетам около 36 тысяч человек. О такой цифре боялись даже думать, но большая поддержка со стороны национальных общин сыграла свою роль. И, честно говоря, настолько консолидировано было общество, а тут и лидеры армянского общественного движения во главе с Альбертом Тополян, и русская община, и почти все, и греки. Ну, работа очень серьезная была проведена. Это, конечно, имело очень серьезное такое значение, потому что мы, во-первых, в политическом плане, в плане внешнеполитическом, потому что очень много к тому времени уже в Айтглера приезжали и политики, и журналисты, и все очень важно было показать, что мы не одни, что это не какая-то работа вокруг какой-то мононациональной идеи, а что речь идет о правах, о свободе и независимости всего народа Абхазии. Ну и грузины у нас были, грузины, кстати, были, которые нас поддерживали, выступали по телевидению, говорили о правах абхазов, о необходимости возвращения статуса 2021 года. Как известно, у любой истории есть своя предыстория, особенно когда речь идет о поворотных событиях. Народный форум Абхазии Айтглера под руководством его первого председателя Алексея Гогуа смог провести большую подготовительную работу, поднять историческую значимость Лыхнинского обращения на уровень плебисцита. Очень много было поездок по всем городам и районам Абхазии, непосредственных встреч. Это подготовительная работа была такая хорошо выверенная. Не просто вот поехали мы куда-то, там что-то сказали и вернулись, а мы встречались с людьми, садились с ними, обсуждали ситуацию, и людей очень волновала ситуация. К тому же вот это так называемый перестроечный период, перестройка, гласность там и прочее, вот это нам очень помогло, потому что мы, если бы было более жесткие времена, это не смогли бы. А здесь как-то все-таки какая-то вторая оттепель наступила, как в свое время хрущевская оттепель. И люди говорили, в составе России многие республики заявили о своих суверенитетах, парад суверенитетов. И Ельцин даже где-то высказал, что доберите, сколько можете переварить, мол, как-то так он. Еще одной особо важной деталью Владимир Зантария называет информированность населения. Трудоемкая работа с обществом, проводимая Айтглера накануне съезда, приобрела новый окрас. Такое и представить было сложно. Ночью, сидя в кабинете секретаря обкома, насколько я помню, Саида Таркил, тогда он был секретарем обкома по идеологии, мы сидели и правили текст Лыхнинского обращения, который будет зачитан завтра, допустим, да, на огромной вот этой нам сходе. И я помню, Николай Джонов, царствие ему небесное,
он как представитель Айдгылара сидел, ну, мы должны были выверить текст, жестко отредактировать, чтобы никаких ошибок и все. И кто это позволил? Конечно, первый секретарь обкома. С его этого позволения, его добра, и происходило это. И утром просыпаются люди и видят в газетах Лыхнинское обращение. Вы представляете, какой это был шок для Тбилиси, для всех. И здесь очень было неформальных организаций грузинских, очень много всяких имени Ильичев, Чевадзе, Руставели, чего только, что только не было, каких только организаций, Народный фронт Грузии. И вот это был страшный для них удар, потому что если бы тогда руководство не захотело бы, они не позволили бы опубликовать этот документ. И люди уже шли на Лыхнинский сход, съезжались, зная о том, что эта вещь уже опубликована. Обращение к высшему политическому руководству СССР с требованием о восстановлении статуса Абхазии, которым она обладала в 1921 году, получило всеобщую поддержку. Сильной критике в данном документе была подвергнута сталинская модель национально-государственного устройства страны. В частности, отмечалось, цитата, «Пора, наконец, решительно приступить к реорганизации неоправдавших себя политических институтов. До каких пор будет существовать средневековая иерархия, делящая народы на ранги, подчиняющая одни республики другим?» Конец цитаты. Первым свою подпись поставил первый секретарь обкома партии Борис Викторович Адлейба. Нам было поручено со Станиславом Лакова написать Лыхнинское обращение. Мы его написали, и перед самым сходом было принято решение пригласить на сход руководство страны. Через некоторое время в Народный форум позвонил первый секретарь обкома Адлейба Борис, попросил ознакомить его с текстом. Он его выслушал и попросил сделать одну маленькую поправку, не очень значительную, но, видимо, он хотел, то есть как-то внести свой вклад в это дело. Попросил смягчить там какую-то формулировку, на что мы согласились. И он сказал, что если вот это вы поправите, я приду и приведу с собой всех, кого смогу, руководителей. Борис Викторович первым подписал этот документ, и потом его начали подписывать все другие руководители страны, руководители Айдгылара, и потом начали подписывать все участники этого схода. Это обращение готовили сотрудники Абхазского института языка, литературы и истории Станислав Лакоба и Сергей Шамба. Документ подписывали и в других городах и селах республики, так что в целом под ним поставили подписи около 35 тысяч человек, из них 5 тысяч не абхазов. Кроме того, все чиновники, пришедшие на сход, за исключением грузин, последовали его примеру. Игорь Марыхуба отмечает, что это стало исключительным феноменом на советском пространстве той эпохи. Действительно, это тот момент, тот исторический момент истины, когда все руководство абхазской национальности, находящееся тогда в руководстве, партийном руководстве и в советских органах Абхазской ССР, вместе со своим народом подписало это письмо. Во главе тогда с первым секретарем Абхазского обкома партии Борисом Викторовичем Адлейба, председателем Президиума Верховного Совета Абхазской ССР Валерианом Османовичем Кубахе и другими ответственнейшими лицами. Это фактически означало процесс отделения Абхазии от Грузии. Мощный импульс и вообще огромное звучание этому событию придало и резонанс то, что подписали первые лица государства. Борис Викторович Адлейба подписал, Валериан Османович Кубахе. Им первыми предложили подписать это письмо, потому что, вы представляете, это был фактически такой большой мятеж, и партийные органы, руководители, они должны были как-то, по идее, отмежеваться. Потому что этому прямо било по их карьере, вообще их судьба могла быть предрешена, потому что, подписав такое письмо, находясь в составе Грузии и подчинении ЦК Компартии Грузии, вот этого всего
всей этой системы, находясь в этой унитарной вот этой системе, невозможно было надеяться на то, что кто-то простит это. В Москву документы Лыхнинского обращения повезли видные общественно-политические деятели, политики и ученые-историки Геннадий Аламия, Николай Джонуа, Игорь Марыхуба, Вадим Пиля и Сергей Шамба. Сам этот сход и сам этот документ, они, конечно, очень мощным таким пропагандистским были стимулом, мобилизовали, конечно, общество. После этого, значит, и выборы в депутаты Верховного Совета СССР, выступление там Владислава Ардзенба. Целый ряд вот этих моментов создавали ту правовую основу для признания Абхазии, то есть создавали легитимность нашей борьбе. Сегодня пока еще вопрос решается не с точки зрения объективности, а с точки зрения геополитических там интересов, конъюнктуры политической вообще в мире сложившейся. Но со временем, конечно, утверждение нашей государственности как вот такого правового, демократического государства будет, конечно, вынуждать внешних, так сказать, наших оппонентов задуматься о правовой стороне этого вопроса. И дальнейшее признание, которое будет, несомненно, я уверен в этом, оно будет основываться на таких все-таки правовых факторах. Лыхнинский опыт – история о мудрости, стремлении и смелости, в целом о качествах, актуальных в любые времена. Потому и сегодня следует оборачиваться назад. Я думаю, что нам надо чаще обращаться к тому, что было, потому что мы сегодня разрознены очень. Я не могу сказать о таких самых причинах и следствиях того, что происходит, вот так вот одним каким-то понятием или словом оценить ситуацию, но мы, пройдя все это, выстрадав все это, понимаете, наладив такие контакты с народом, с людьми, сегодня теряем эти связи. Потому что фактически наше государство, вот это все, на чем зиждется наша независимость, создавал народ. И мы имеем такую историю, такую мощную, получили люди закалку в тех событиях, что сегодня, поднимая эти документы, перечитывая их, понимаешь, что актуальность, она сохранилась, что ничего там, ни одно слово, ни одной строки не выкинешь из этих документов, там все сказано. Да. Как будто мы сегодня независимое государство, признанное Россией и некоторыми другими государствами, но все, что заложено там в тех документах, оно не утеряло актуальности, оно сохранилось. Фактически с 18 марта 1989 года начался процесс де-факто отделения Абхазии от Грузии. В июле 1989-го прошла сидячая политическая акция абхазов в Госфилармонии, где звучали призывы о массовом выходе абхазов из рядов грузинских компартий, профсоюзов, комсомола, проводились голодовки, внутришахтные забастовки в знак протестов грузинским правоохранительным органам и судам, тенденциозно, необъективно расследовавшим кровавые июльские события 1989 года. 2 июня в Москве с трибуны съезда народных депутатов СССР Владислав Ардзенба впервые на весь мир сообщил о вопиющих фактах дискриминации, катастрофическом положении абхазского народа, ассимиляции в отношении абхазов, о невозможности сосуществования абхазов и грузин в одном государстве. Под обращением подписались также более 5000 русских, армян, греков, грузин и других. В нем была высказана просьба восстановить статус Советской Социалистической Республики, которую Абхазия имела в 1921 году при жизни Ленина. Вопреки утверждениям, это означает не выход, а восстановление статуса договорной Абхазии. Такой статус, согласно договору 1921 года между СССР Абхазией и СССР Грузией, давал возможность СССР Абхазии самостоятельно решать свою судьбу в случае возникновения вопроса о выходе другой союзной республики из СССР. Потому что абхазский народ считает нахождение в СССР единственно возможным способом сохранения своей национальной самобытности. Элеонора Гилаян, Эдуард Аракелян, Абаза ТВ.